Трикафта нужна сейчас, не так. Трикафта нужна была вчера. У дочери Евгении муковисцидоз, дорогостоящий препарат, которого так и не дождалась 10-летняя девочка с таким же диагнозом из Нижнего Новгорода. В результате бюрократических проволочек она скончалась. Евгения для своей дочери в Казани ждет с лета. Когда стало понятно, препарат может закупить Федеральный фонд помощи тяжело больным детям. Но время завязло в бумажной переписке. Круг добра, все благополучно утвердил. Мой ребенок принят. На нее выделено 3 упаковки. Я жду, я честно жду. Я пишу в Минздрав, спрашиваю, как? Ждем. Я спрашиваю больницу, мне говорят, ждем. Я говорю, ну хорошо, время уже не терпит. Мой ребенок сейчас находится в таком моменте. Уже, наверное, ближе, он, наверное, уже находится ближе к состоянию, когда уже будет поздно. Потому что у нас сейчас, 30 числа, идет обострение. Через месяц девочке исполнится 18 лет. Учитывая новогодние каникулы, для того, чтобы ввести препарат, остается 3 недели. Свою битву за жизнь дочери Гульнара Хафизова ведет в судах. Частые простуды, переходящие в пневмонию, в результате обернулись диагнозом первичный иммунодефицит. Назначенный первоначально российский препарат девочке не подходит. Выявлена индивидуальная реакция вплоть до комы. Право на введение назначенного врачами Московского центра имени Димы Рогачева дорогостоящего иностранного гамма-норма отстаивает в судебных разбирательствах. Ребенок сейчас на данный момент не обеспечен жизненно важным препаратом гамма-норм, и в любой момент может развиться сепсис, какие-то тяжелые инфекции. К сожалению, без этого препарата жизнь в полном ее понимании у моей дочери невозможна. Деньги на лечение были выделены Кабмином Татарстана при содействии уполномоченного по правам ребенка в республике и ходатайству Минздрава. 3 миллиона рублей на закупку 54 флаконов препаратов, которых хватило бы меньше, чем на полгода. Но в результате семья получила только 14, где еще 40 доз, вопрос, на который нет ответа. Несмотря на решение суда в пользу девочки, препарат она получить не может, не оказалось специальных шприцев. Кроме того, в результате апелляции на решение первой инстанции о немедленном введении препарата было отклонено. Впереди заседание Верховного суда республики, дата которого еще не назначена. Суды за право на получение препаратов проходят по всей стране. Это подтверждает и юрист, который вел дело 10-летней Евы из Нижнего Новгорода. Если посмотреть по загрузке, может быть, в каком-то небольшом проценте они увеличиваются с каждым годом. Это связано в основном из-за того, что медицина не стоит на месте, и для каждого заболевания появляется все новый и новый препарат. Раньше, если это препараты были симптоматические, они просто снимали этот симптом, и человек просто улучшал качество своей жизни, то сейчас появляются именно таргетные препараты, которые действуют на причину заболевания. Список гарантированных государством, закупаемых на средства федерального бюджета препаратов ограничен. Высоко затратного лечения, как правило, требуют редкие заболевания. Каждый случай очень индивидуален. Лечение их возложено на местные бюджеты. И здесь карман каждого региона особо не растягивается. На каждый конкретный случай деньги выделяются по факту. Отдельной строки расходов нет. Проблему закупок препаратов за границей, стоимость которых за одну дозу доходит до 7-значных цифр, предлагает решить Минпромторг России. Отдавать предпочтение фармкомпаниям, обладающим полным циклом производства от молекулы до готового препарата в одной из стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Казахстана и Киргизии. На данный момент у нас идет к тому, что импортозамещение, то, что многие лекарственные препараты, то есть заменяются, они пропадают, изначально они пропадают с рынка Российской Федерации, а потом им предлагают аналог, биоаналог. Но этот биоаналог, вы понимаете, он же должен пройти доскональную проверку. Если не было такой проверки, соответственно, вы знаете, конечно же, и тем более это сильно отражается на детях. Сегодня в республике 16 тысяч детей-инвалидов с различными диагнозами, но для самого факта установления инвалидности важна степень нарушений функции организма, не диагноз. И в этом году таких детей с впервые приобретенным статусом больше, чем в предыдущие годы. При этом в рейтинге регионов по уровню первичной инвалидности республика в Приволжском федеральном округе занимает середину. Как и в 2019 году, и в 2018, и в 2020. На первое место выходят психиатрические заболевания у детей, на втором заболевания нервной системы, потом врожденная аномалия развития. И потом уже идут все иные, которые дают уже минимальный процент непосредственно. Если смотреть по возрастным критериям, максимальное количество детей признается детьми-инвалидами с возраста от 0 до 3 лет, чуть меньше от 4 до 7 лет, и дальше уже идут
минимальное определение, и там от 14 до 18 там идет где-то около 8% ориентировочно. При уровне современной диагностики и при развитии технологий лечения заболеваний вряд ли можно сказать, что число детей-инвалидов, требующих высокозатратных препаратов, будет меньше. Скорее всего, наоборот. А это значит, что этот вопрос один из важнейших и уже не требующих отлагательств. Все системные вот эти вот вопросы, они могут быть решены действительно как система, как вопросы, которые заложены уже в той или иной мере в бюджет, либо федеральный, либо определены как ответственность органов уже региональной власти. И вот эта работа сейчас «Единой России» проводится очень основательно. О том, что уже на следующей неделе в Госдуме состоится рассмотрение вопросов по орфанным редким заболеваниям с приглашением Минздрава и Минфина страны, заявил и Айрат Фарахов по итогам депутатской недели в регионе, которая совпала с декадой инвалидов. Степень реагирования в каждом конкретном случае порой идет не на месяцы, а на недели, а порой и дни. Региональное и федеральное законодательство, оно должно поменяться в сторону людей, в сторону граждан, чтобы никогда не было таких отписок, что препарат не зарегистрирован, что его нет в списке, нет в перечне, наша территориальная программа это не предусматривает и так далее, и так далее. ЕВА должна помочь нам изменить наши отношения к жизни наших граждан. Создание федерального фонда менее года назад, бюджет которого пополняется за счет повышенного налога на богатых россиян, составил более 60 миллиардов рублей. Круг добра сейчас поддерживает и маленькую девочку из Татарстана, о ней мы рассказывали год назад. Но тогда, когда счет шел на неделе, самая первая помощь пришла все же от частного лица. Сейчас она обеспечена многомиллионным препаратом и проходит реабилитацию в Пензе. Решение и помощь есть, должны быть. Главное для детей – их дождаться. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, Роман Безменов. 7 дней.